Перевод письменности абхазского языка от латиницы на грузинскую основу был антиабхазским решением. Это полная ложь. В 1936 году Советский Союз начал реформу письменности для малых народов. Целью реформы была русификация народов Союза. Да, в школе этому не учат. Советское руководство отдало приказ народам, имеющим свой язык и использующим латиницу, перейти на алфавит союзного государства. Так произошло, что союзной республикой для всех была Россия, а автономная республика Абхазия и Юго-Осетинская автономная область или Цхинвальский регион были созданы на территории Грузии и являлись ее частями. Схема Кремля по русификации сработала везде, кроме Грузии. Однако, благодаря успехам в других республиках, Кремль временно смирился с неудачей реформы в Грузии. Как вы думаете, абхазы выступили против реформы? Наоборот, они поддержали процесс. Знаменитые представители абхазской интеллигенции Арсен Хашба, Давид Чигава и Мушни Хашба опубликовали статью в газете «Советская Абхазия», в которой высоко оценили замену латиницы на грузинский алфавит. Основоположник абхазской литературы Дмитрий Гуля приветствовал реформу и подчеркнул, что грузинский алфавит наиболее подходит для точной передачи звуков абхазского языка. Абхазский активист Михаил Делба выразил уверенность, что грузинский алфавит поможет решить проблему неграмотности среди абхазов. Состоялась рабочая встреча деятелей науки и культуры. Из 33 ученых 8 были грузинами, 4 – русскими, а 21 – абхазами, среди которых был и Дмитрий Гуля. В результате абхазская письменность была переведена с латинского алфавита на грузинский при единогласном одобрении абхазской элиты того времени. Миф о том, что перевод письменности на грузинский алфавит был направлен грузинами на стирание самобытности абхазов – ложь, целью которой является разжигание антигрузинских настроений среди абхазского населения. Важно знать реальную историю и бороться с дезинформацией с помощью фактов.